5 градусов выше нуля. Владимир Варфоломеев, служба информации «Эхо Москвы». Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Центр современного искусства «Облака» и радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляют программу «Парк искусств». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Парк искусств». Я ее ведущая Зарина Гайсина. Валериан Гагин, ваш любимчик, сегодня наконец-таки получил долгожданный отпуск и укатил за достопримечательностями в Европу. А мы тут за него отдуваемся, и, собственно, причем делаем это с большим удовольствием. У нас сегодня в гостях Айгуль Гореева, это депутат Госсобрания Курултая нашей республики, зампредседателя Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и лично мной очень уважаемый человек, который очень много сделал для развития благотворительности и социальной терпимости в нашем городе и республике. И вот к нам опаздывает, спешит, бежит Дина Ценева, это руководитель проекта «Широкая масленица» торгово-промышленной палаты. Собственно, почему мы и собрали тут двух прекрасных дам, потому что они имеют некое отношение к организации праздничных гуляний в городе 9 марта. Вот Масленица. Здравствуйте, Айгуль. Добрый день. Я знаю, что вы причастны к организации Масленицы на Конгресс-холле, на площади Салават Юлаева. Но прежде давайте почитаем по традиции новости культуры. 9 и 10 марта коллектив Народного театра «Третье поколение» имени Петра Шейна дает премьеру, авантюрную комедию по пьесе американского драматурга Кен Людвига «Примадонны». В переводе Михаила Барского. Малый концертный зал концертного зала «Башкортостан». Начало 18:00. А в Центральной городской библиотеке проходят бесплатные курсы «Русский по четвергам». По 11 апреля включительно в Уфе пройдут еженедельные бесплатные курсы подготовки к тотальному диктанту. Проводить занятия будет Андрей Иосифович Блинов, учитель русского языка и литературы высшей категории лицея номер 93. Также автор пособий для подготовки к ЕГЭ. Если нет возможности присутствовать очно, то в марте состоится вебинар о занятии, и вы сможете подготовиться онлайн. Друзья, обязательно сходите, подготовьтесь к тотальному диктанту и попробуйте сдать, освежить свои знания. В этот раз именно хорошая подготовка. Если вы забыли русский язык, обязательно туда записывайтесь. И 10 марта в рамках моего любимого проекта «Театр HD» можно увидеть британский фильм-выставку «Удивительный мир» Иеронима Босха. Фильм предлагает послесловие к выставкам, которые прошли в голландском городе Хертогенбос и в музее Прадо в Мадриде в 2016 году. Синема Парк, единственный, к сожалению, сеанс в 13:00, галерея Арт. Обязательно посещайте, потому что проект великолепный. Ну, собственно, к праздникам. Наконец-таки Масленица. Удивительно, что Масленица в России прижилась, вот, будучи древним языческим праздником, очень широко. Очень широко российский народ гуляет. В этом году я посмотрела очень много площадок. Это и не только площадь Салавата Юлаева, то есть там много абсолютно площадок, каждая практически библиотека что-то готовит. Это и площадь перед торговым центром Башкирия, и большая площадка будет на Меге, я надеюсь, Дина успеет, расскажет. Давайте тогда, Айгуль, про вашу площадку. Во-первых, как вы, будучи депутатом, какое имеете отношение к организации Масленицы, что это будет, когда и во сколько? На самом деле в этом году очень удачно, потому что наша масленичная неделя совпала с нашим праздником 8 марта, и так получается, что 3 дня люди будут дома, и Масленицу они могут встретить уже в полную силу. Не всегда так совпадает, и это очень здорово, потому что будет много возможностей посетить несколько различных площадок, как вы сказали. Поскольку я являюсь экс-президентом фонда «Мархамат», в этом году я как почетный гость на Масленице именно от этой организации, она уже традиционно пройдет 7-й раз. Площадь Салавата Юлаева, кто не знает такое название, это площадь перед Конгресс-холлом, наверху возле юрт состоится гуляние, концерт, будет много игр, мы приглашаем всех, кто хочет. С 12 часов 9 марта в субботу до 4 часов состоится праздник.
Чем он необычен? Приходят гости, уважаемые гости столицы, и сами выпекают блины, и вы сможете получить блин из рук известных людей Башкирии, и из рук министров различных знаменитостей, руководителей организаций. То есть вот эта благотворительная акция ежегодная, которая идет, «Солнечный блин». Да, она называется «Солнечный блин» и проходит уже 7-й раз в городе Уфе. В этом году кто печет блины вот из тех, кого уже известно? У нас будет министр спорта Хабибов Руслан. Также у нас будет Аделя, руководитель компании «Фармленд». У нас будет представители Промтрансбанка. Также я тоже буду выпекать блины. И эти блины не просто так они у нас продаются. Они продаются для того, чтобы помочь Гореевой Софии, которой будет приобретена коляска, у девочки инвалидность, и ей необходима специализированная коляска. Надеюсь, что все вместе мы сможем хорошо отметить праздник и также помочь ребенку. Я еще слышала, что у вас будет проходить небольшой аукцион. Вот каким образом он будет проходить? У нас, да, обычно во время Масленицы проходит не аукцион, когда лоты также это блины или пряники, и люди могут их приобрести для того, чтобы помочь ребенку. То есть цель именно этой Масленицы, которая будет на Конгресс-холле, абсолютно благотворительная. Все продажи идут на приобретение специализированной коляски Гореевой Софии, у которой органическое поражение центральной нервной системы, насколько я понимаю, да? Да, наша цель помочь ребенку, но также к нам приезжают детки из районов, в частности, из Кармскалинского района, из Благовещенска приезжают ребята, которые уже сами поучаствуют в этой социальной акции, они будут принимать участие в концерте и также покушают наших блинчиков, и потом сходят в кинотеатр «Родина». Айгуль, а прогноз погоды смотрели, как погода шепчет 9 марта? Я всегда перед Масленицей смотрю со страхом на погоду, но, знаете, прогноз погоды будет прекрасный, я надеюсь, потому что даже когда плохой прогноз погоды, именно во время мероприятия, вот уже 6 раз уже прошло, всегда на эти 2-3 часа как-то погода благоволит, тучки разбегаются, и обычно это прекрасно. Я надеюсь, что мы загадали, чтобы это было так и в этом году. Здорово. У нас, знаете, друзья, наконец-таки подошла ожидаемый гость Дина Ценева, руководитель проекта «Широкая масленица» в торгово-промышленной палате. От торгово-промышленной палаты. Здравствуйте, Дина. Здравствуйте. С корабля на бал. Скажите, пожалуйста, что приготовила торгово-промышленная палата, потому что по опыту торгово-промышленная палата проводит всегда тоже большие праздники, я помню молочную страну, и вот какой будет размах, что вы приготовили для людей в этот день? Совершенно верно подмечено. Торгово-промышленная палата, если делает, то делает это широко, а особенно если в преддверии широкой масленицы есть такая возможность. Мы взяли самую лучшую площадку для проведения мероприятия. Это площадка перед торговым центром «Мега», там, где ранее располагалась елка. Торгово-промышленная палата подготовила насыщенную программу, которая будет начинаться с 12 часов дня. Это будут и скоморохи-зазывалы, и концертная программа, и вокалисты, и танцоры, и бабушки, народные коллективы. Спортивные состязания начнутся с 2:30. Самым гвоздем программы будет выступление нашего любимого артиста Айдара Галимова. Ого! То есть у вас заявлен Айдар Галимов. Во сколько он выйдет на сцену? Айдар Галимов будет петь в 14:20. После его выступления также будут интересные номера, которые представит Роберт Юлдашев. И в 15:20 кульминацией будет это поджигание чучела. Что случилось? Какая подоплека? Какова цель торгово-промышленной палаты в этот раз так широко гулять? Цель торгово-промышленной палаты вытащить, наконец, наших граждан из дома, чтобы они вышли на улицу, общались друг с другом, чтобы мы все вместе весело проводили зиму и весело встретили весну. Скажите, пожалуйста, вот будучи сама работала в пресс-службе торгово-промышленной палаты, заметила, что многие члены не очень легки на подъем. Как вам удается их консолидировать, поднимать? Потому что мне показалось, что они довольно разобщенные предприятия участвуют. Я не могу комментировать ваш опыт, возможно, такая... Вот на ваш взгляд, насколько легки на подъем члены торгово-промышленной палаты? Сегодня
На сегодняшний день члены торгово-промышленной палаты легки на подъем, они участвуют во всех мероприятиях, которые проводит торгово-промышленная палата. Возможно, это связано еще с тем, что у нас был избран вот накануне буквально новый президент торгово-промышленной палаты, это Хакимов Тимур Артурович, который сам является очень активным гражданином и участвует во многих общественных мероприятиях. Соответственно, его активностью заражаются и работники. А вот откуда у вас это, да, вот новый виток энергии, азарт. У вас новый президент. Да, новый президент, и, соответственно, члены у нас тоже просыпаются, они становятся активными. Ну и, извините меня, мероприятия становятся очень интересными для самих членов. То есть получается взаимовыгодное сотрудничество. Ну, то есть вы даете возможность еще брендам представить себя широкой публике. Но Мега, по-моему, очень большая площадка. Какое количество людей вы ожидаете? Мега действительно большая площадка. Мы с ними разговаривали по поводу их трафика в выходные, и только в самой Меге проходят выходные 50-60 тысяч человек. Если не больше. За день. Да. Понимаете, в этом году 3 дня выходных. Вот. Да. И поэтому народ, я думаю, приедет еще из близлежащих регионов, Салават, Сальтамак и так далее. Я думаю, что это будет прям очень много народу. Зарина, это однозначно. Мы не просто так выбрали число 9 марта. Почему? Потому что 8 традиционно все дома справляют этот прекрасный весенний женский день. 9 числа дети попросят родителей выйти на улицу. Ну и сами родители будут иметь возможность состязаться в спортивных мероприятиях, которые мы представим на половину площадки. Будет у нас отличная программа, очень веселая, очень коллективная, семейная, поэтому... Я прочла, что в этом году у вас будет фермерский рынок прямо на Меге, да? Да. Какая продукция представлена? Да, совершенно верно. У нас будет представлена экологически чистая фермерская продукция с районов Башкирии. Наши фермеры представят продукцию, это молочная продукция, это кролик, это сыры, копчености, халяльная продукция, травы Башкирии будут участвовать. Кроме фермерской продукции, также у нас будет представлено handmade, и, конечно, можно будет полакомиться на фудкорте, где также знаменитые городские кафе выставятся, чтобы угостить... то есть и рестораны встанут, да, в этот день? Да. Ну, прям широко, да, широко. Из знакомых людям станет Лисичкин хлеб, кафе Сябры, трактир Амбар. И вот... И все это под музыку вот Айдара Галимова. Слушайте, и вот это еще, прям, да. Мне всегда чем нравились русские, традиционные забавы, тем, что действительно они сплачивают весь город, выходят, по-моему, там несколько десятков тысяч людей, и это все объединено действительно весельем после зимы, у людей авитаминоз, вот эти блины, радость. Так вот, пока у меня идея склонилась пойти на Мегу. Айгуль, парируйте, какие звезды у вас заявлены, что будет у нас батл? Нет, у вас не батл, но очень хочется, чтобы Айгуль сказала, а вот к нам нужно пойти, потому что у нас будет... Кто у вас, может быть, заявлен какой-то еще? Ну, во-первых, у нас будут гости печь блины, такого на Меге нет. И потом вы прекрасно успеете заехать к 12 на площадь перед Конгресс-холлом, часок пообщаться с вип-гостями и поехать на Мегу как раз концерт Айдара Галимова. Можно совместить, ехать близко, да, и поэтому поиграть немножко в наши игры, которые фонд Мархамат организует, поводить хороводы, дать возможность деткам выиграть что-то. Также... Чучело сжигаете? Конечно. Провожаем зиму, чтобы все не было никаких сомнений, потому что эти дни метет, и очень хочется, да, чтобы была уже весна, и в этом году Масленица достаточно поздняя, уже утром поет птицы, поэтому мы с большим удовольствием ждем всех в 12, и потом, если у кого-то есть желание поехать в Мегу, то я думаю, что прекрасно мы договоримся, правда, Дин? Конечно, мы договоримся. Хорошо, что вы сказали о своей программе, потому что я упустила такой очень интересный момент по поводу знаменитых гостей. У нас тоже будут знаменитые блогеры, у нас будут знаменитые гости. Это у нас кто это знаменитый блогер? Это сегодня останется секретом.
и я вам скажу, в ближайшее время можно будет оповестить в СМИ. Но самым интересным моментом будет то, что у нас будет проводиться кулинарный поединок по испеканию блинов среди кафе и ресторанов, которые будут представлены на нашей площадке. И это зрелище тоже обещает быть интересным. Кулинарный баттл. Вот все-таки кулинарный баттл. А как кто проверяет, там, какие критерии? Самый тонкий блин, самый пористый, самый вкусный? Кто судьи? Судьи кто, да? Да. Судейский состав сейчас утверждается, туда будут входить как раз официальные представители общественности, блогеры и любимые уфимцами люди. Мы их представим непосредственно на самой площадке. Номинации будут в нескольких видах. Один из это оригинальный блин, то есть это означает, какая начинка будет, и какая подача, какая начинка кафе будет представлена. Но остальное я хочу оставить в секрете, потому что вы придете и узнаете, это своего рода интрига такая некая. Ну, еще одну секунду хотела взять по поводу детских мероприятий, что мы хотим предложить. Кроме того, что я озвучила, мы хотим предложить еще мастер-классы детские. Да, вроде бы холодно, да, и что можно на холоде придумать, что-то руками делать, пальчики замерзнут. Да, может быть, не совсем удобно. Так вот, Торгово-промышленная палата придумала следующее развлечение для детей. Мы распечатываем огромный баннер, плакат. Он будет черно-белый, то есть это будет общая разукраска. И дети маркерами смогут разрисовать компании вот этот большой плакат. Я думаю, что это очень зрелищно будет и интересно для самих деток. Отлично. У меня, знаете, какой вопрос? Организация больших массовых мероприятий невозможна без помощи каких-то волонтеров. Это же по большой сути социальный проект. И вот мне интересно, привлекаете ли вы к организациям волонтеров, кто помогает вам осуществлять навигацию, помощь? Если говорить про нашу площадку, у нас всегда традиционно очень много волонтеров, в этот раз их будет около 50 человек. Это уже волонтеры, которые давно работают. Это, наверное, помощники фонда Мархамат, да, да, в первую очередь? те, которые работают в нашей программе «Шаг вперед», они уже у нас обучены, они уже имеют, поскольку у нас там будет много деток с ограниченной возможностью здоровья, то они уже понимают специфику, знают, какие игры с ними нужно проводить. И это уже такие наши родные волонтерчики, которых мы очень любим. Они сами себя в соцсетях пишут под хэштегом «Мархаматики». Такие очень милые наши. Какая мотивация, как вы завлекаете? Что это значит быть волонтером? И как уговорить человека стать волонтером, быть осознанным? Я глубоко убеждена, что вот это желание помогать, оно под коркой у любого российского человека. И это даже не сейчас возникло, и не в советские годы, далеко до этого, да, потому что у нас, если посмотреть на наши старинные объекты культуры, даже, например, театры, школы, они все созданы на народные средства. И это не меценаты даже, хотя тоже, это в основном простые люди. И вот, например, была российская акция «Белые цветы», которую, кстати, мы тоже делали в МИГе пару лет назад. Она бешеной популярностью пользуется в России, потому что люди хотят приносить пользу. Кто-то может помочь финансам, кому проще 30 рублей отправить, да, с номера, кому-то хочется прийти и именно свое тепло. А в этом году есть какой-то поделиться. Короткий номер? Озвучьте, если есть, чтобы... Конечно. Я думаю, наши слушатели, они в первую очередь, им проще деньгами помочь. Сейчас очень классная акция проходит у нас с фондом «Нужна помощь», когда можно подписаться на рубль в день. Можно посмотреть, это 134 верифицированных фонда Российской Федерации, среди которых 2 башкирских. Это фонд «Потерь нет» и фонд Мархамат. Если вы наберете тоже хэштег «Рубль в день», то вы сможете подписаться на эту акцию. У вас просто с карты будет списываться автоматом 30 рублей. 30 рублей сейчас это даже не чашка кофе. 30 рублей в месяц. Да, и в то же время уже более 8 миллионов рублей собирается ежемесячно как раз такими маленькими платежами. Я не очень поняла механику. Это где надо набрать? Вот я хочу сейчас это набрать. Где это? Если в Инстаграме меня найдете, у меня прям в шапке профиля есть ссылка на фонд «Нужна помощь». Это российский фонд. То есть, например, если я захожу в Яндекс, набираю фонд «Нужна помощь», помощь, и там нужно найти механику, как подписаться. Да, «Рубль в день» называется акция. Можно хэштег «Рубль в день», да. Здорово. Вот как можно сегодня влиться в волонтерское движение? Но если говорить про фонд Мархамат, то это просто есть анкета на сайте, которую можно запомнить, оставить контакты и
подключиться к программе. На самом деле наши волонтеры все верифицированные, они все оставляют анкету, потому что я считаю, что организация должна нести ответственность за своих волонтеров, они четко знают, для чего они приходят, на какую площадку, соблюдали технику безопасности, чтобы они были покормлены, одеты. То есть это не просто так пришли люди и что-то поделали, это всегда очень осознанно, и в таком случае оно со всех сторон приносит добро. Да, Дина. В продолжение вашей темы я бы хотела сказать, что, как я понимаю, слово волонтер. Что значит быть волонтером? Это означает быть свободным. Почему? Потому что волонтер делает то, что он хочет. Его никто не заставляет, не навязывает ему, что нужно сделать. Он выбирает то, что ему делать самостоятельно, исключительно из своих внутренних позывов, своей воли. Поэтому мы очень вас поддерживаем и считаем, что вы делаете большое дело. А кто вам, Дина, на площадке помогает? Потому что столько народу. То есть это сотрудники торгово-промышленной палаты, да? Или вы приглашаете тоже каких-то волонтеров? Я понимаю, что у Айгуль это больше благотворительное мероприятие, у вас больше социальное такое народное гуляние. У нас, да, будут, вы верно заметили, что будут работать сотрудники торгово-промышленной палаты, то есть абсолютно все будут на площадке помогать. Всех выводите в этот день? Причем добровольно. Все будут работать на площадке. Кроме того, у нас будет дежурить охрана, естественно, организация общественного порядка. И, естественно, нам помогает Мега в организации, потому что для них это тоже важно. Это имидж Меги, то есть это должно быть на высшем уровне. Пример хорошей коллаборации между учреждениями, да? Здорово. Я, знаете, поскольку у нас вот депутат в гостях сегодня, хочу очень Айгуль задать вопрос. Вот я знала вас еще до депутатства и очень уважаю тот труд, и я понимаю, что благотворительность — это дело всей вашей жизни. Вот работа депутатом не мешает ли делу вашей жизни? Ну, сейчас дело моей жизни — это депутатство, и на самом деле для меня было неожиданно или ожиданно даже, но очень приятно то, что вообще работа депутата очень похожа на благотворительную деятельность, потому что ко мне каждый день приходит очень много людей с просьбами. Поскольку я работаю в комитете по местному самоуправлению Институтом развития гражданского общества, ко мне приходят все НКО. Моя сфера — это некоммерческие организации. Сейчас я завалена просьбами. И, в общем-то, я делаю ту же самую работу, просто работая в фонде — это были дети, а сейчас это все некоммерческие организации, и все избиратели моего округа, которым сегодня я еду в 6 вечера, у меня прием граждан в Старомусино, с большим удовольствием жду их, потому что люди записываются заранее, и в этом смысле работа, конечно, похожа, но здесь еще большой пласт такой законотворческой деятельности, которая мне очень интересна. Наш регион один из немногих, где есть законы именно по благотворительным организациям, по НКО, их немного в России, и в этом смысле у меня очень большие планы на вот эти ближайшие 5 лет, потому что мы с комитетом активно работаем по развитию некоммерческих организаций. Надеюсь, что мой опыт руководителя именно фонда, он принесет большую пользу, потому что обязательно нужно развивать третий сектор. Мы немножко отстаем, как всегда, от Москвы, есть куда стремиться. Я надеюсь, что я здесь тоже поработаю. Спасибо большое. Друзья, я предлагаю вам проголосовать всем за благотворительность, за объединение людей, посмотреть программу городскую, она, например, есть на сайте poufe.ru. Много площадок 9 марта предлагают масленичные гуляния. Давайте напомним. Итак, у Меги 9 марта старт программы во сколько, Дин? Официальное открытие в 12 часов. Программы поделены на блоки. С 12 до часу это welcome зона, живой звук на сцене, скоморохи зазывалы. С 13 до 14 это концертная программа. И дальше, как я говорила, это Айдар Галимов, Жигание Чучело, супер, до 17-18 часов. И у Айгуль, у вас на Конгресс-холле тоже с 12 часов? С 12 до 4. Отлично. Друзья, мы вас ждем. Эта программа была «Парк искусств». Отличных вам событий. Счастливо. Спасибо большое. Всех с наступающим праздником. Спасибо. Приходите на Масленицу. Никакого секрета. Мы говорим